Ученики Ухтинского кванториума изобрели Саникейс. Это уникальный чехол для телефона со встроенным санитайзером. Аналогов на мировом рынке пока нет. Сейчас ребята и их наставники собирают средства на запуск уникального изобретения в производство с помощью краудфандинговой платформы. Подробности расскажет Виктория Науменко. Чтобы в период пандемии санитайзер всегда был под рукой, можно совместить его с вещью, без которой мы уже не представляем своей жизни – с телефоном. Именно эта идея пришла ребятам из Ухтинского кванториума. Эти ребята знают, как подходить к новым идеям. Каждый генерирует их десятками, но прежде всего надо оценивать их актуальность. В случае с этим суперчехлом юные изобретатели явно не прогадали. С чехлом-антисептиком вы всегда можете иметь удобный санитайзер под рукой. Всегда обрабатывать поверхность и руки перед употреблением пищи в общественных и других местах. Санитайзер имеет небольшую полость для заполнения любым антисептиком и пополняется в любое удобное для вас время. А отверстие находится сверху, сюда же втыкается крышка. Изначально мы планировали сделать ее компактной, чтобы она помещалась в кармане. А также мы хотели, чтобы было по объему получше, чтобы хватало на долгое время. Ребята распечатали на 3D-принтере здесь же, в кванториуме, несколько прототипов своего изобретения и сами разработали его логотип. У нас было очень много вариантов этого логотипа, и мы из голосования общего выбрали именно этот. Ну, как я считаю, его главная фишка – это вот эта вот буква А, которая перевернута, но она смотрится стильно, по моему мнению. Все эти ребята – так называемая группа ПРО. Такие группы особенно увлеченных юных изобретателей появились в кванториуме в этом учебном году. Занятия у них проходят по усложненной программе, которая нацелена на развитие логического мышления, теорию решения изобретательских задач. Причем над каждым конкретным проектом, как и над Саникейсом, такая группа работает вместе. Самое удивительное, что мне понравилось работать с ними, я особый вклад в процесс не внес. Ребята сами вовлечены, они сами генерят идеи. Единственная моя задача – это грамотно их направлять. И, собственно, чем они отличаются от обычных групп? Наши обычные, стандартные группы формируют свои проекты, презентуют ее нам, учителям, родителям, которые приходят к нам на дни открытых дверей, а группа ПРО презентует свой проект уже широкой общественности. Уже сейчас проект Саникейс размещен на одной из краудфандинговых платформ и собрал 5 спонсоров. Поддержать проект юных изобретателей могут все желающие. Мы, в принципе, понимаем всю эту технологию, как можно масштабировать производство этого чехла и так далее. И мы понимаем, что это не сильно, скажем так, дорого. У нас даже есть партнеры уже стратегического технопарка, которые готовы помогать выводить продукт на рынок. Задача групп ПРО – показать ребятам, что любая полезная идея может быть реализована. Главное – заинтересованность потенциальных пользователей и ее правильная презентация. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.